Почему все-таки на улицах Якутска бездомных людей с каждым годом становится больше? И кто пополняет эту категорию лиц? Первое – это лица из мест лишения свободы. Второе – те люди, которые не смогли себя найти в жизни, отсутствие работы и отсутствие жилья. Между тем, 3 июля этого года вступил в законную силу федеральный закон номер 186 о кратном зачете сроков содержания под стражей. В отношении осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях и в колониях-поселениях, 1 день равен 2, а в колониях общего режима 1 день пересчитан как 1,5. На сегодняшний день, по данный федеральный закон, на территории Республики Саха-Якутия подпадает свыше 400 осужденных. В отношении осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях и воспитательных колониях, срок содержания засчитывается 1 день к 2. А в отношении осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, 1 день к 1,5. Под высшие изменения подпадает на сегодняшний день более 400 осужденных, отбывающих наказание у нас в республике. За 6 месяцев у нас главам администрации в те районы, куда должен убывать осужденный по отбытию наказания, направляется уведомление о предстоящем освобождении для проведения последующей работы. Также направляется участковым в отделы полиции. Значит, документируется паспортом в обязательном порядке осужденный. Значит, поэтому все, кто освободится, они будут обеспечены проездными документами и документами, удостоверяющими личность. Его, насколько возможно, его готовят к освобождению. И выдают ему деньги. Если есть на лицевом счете, деньги выдаются. И единое временное пособие ему выдается. Вот. Ну, более молодых осужденных, конечно, родители забирают, родственники, бывает, встречают их. Несмотря на то, что в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Республики Саха-Якутия проводится комплекс мероприятий по подготовке осужденных к освобождению, по адаптации к жизни на свободе, бывшие осужденные, попав на волю, зачастую пополняют ряды лиц без определенного места жительства. Сказать, что устроиться на работу они не могут, будет неправильно. При исправительных учреждениях действует 7 учебно-консультационных пунктов, где осужденные получают среднее образование. Также они могут обучаться в профессиональных училищах на базе колонии. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Республики проводится комплекс мероприятий по подготовке осужденных к освобождению, чтобы они могли легче адаптироваться к жизни на свободе. При исправительных учреждениях у нас действует 7 учебно-консультационных пунктов, где осужденные получают среднее образование. Также они могут обучаться в профессиональных училищах на базе колоний. В этом году только было обучено 934 осужденных по таким востребованным специальностям, как электросварщик, электромонтер, столяр, слесарь, повар, швея и другие. Во всех колониях организованы школы подготовки к освобождению, в которых с осужденными не позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы на занятиях рассматриваются вопросы бытового устройства после освобождения, различные жизненные ситуации. Регулярно специалисты Центра занятости населения города Якутска информируют осужденных о ситуации на рынке труда и востребованных профессиях, дают рекомендации по поиску работы. Организуются различные мероприятия, дни открытых дверей, кружковая работа, спартакиада с посещением родственников осужденных. Нами подписано соглашение о сотрудничестве с реабилитационной организацией «Алмаз». Ее представители будут встречаться с осужденными и предлагать помощь в бытовом и трудовом устройстве, а также в психологическом сопровождении после освобождения их. Мы активно включились в акцию «Путь к дому», инициатором которой является полномочный по правам человека Республики Сардана Михайловна Гурьева, и считаем необходимым оказывать социальную поддержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Не все освободившиеся по выходу на волю возвращаются домой. У большинства из них отсутствует элементарное желание работать и жить нормальной жизнью. Многие остаются в городе и ведут бродяжнический образ жизни с чрезмерным количеством потребления алкоголя. По данным МВД, каждое 4-е преступление совершается именно этой категорией лиц. Значит, ну вот смотрите, те люди, которые из мест заключения освободились и должны были, правильно вы говорите, приехать к своему месту жительства. То есть место жительства они знают, но до него они не доехали, остались в городе. В городе остались, по первое время, может быть, у них что-то и какие-то деньги есть, а потом этих денег нет, до места домой добраться возможности нет, и начинают здесь в городе находиться. Тем друзьям, которым они изначально пошли, они уже надоели, они их попросили покинуть свои жилища, и вот они таким образом превращаются в тех лиц, которые начинают здесь по городу Якутску, если говорить про город Якутск, ходить, бродить, и превращаются потихоньку в такой социальный элемент. Таких людей отслеживаем, кто у нас выходит из мест лишения свободы. Мы предлагаем им, в том числе и что мы можем им оказать, какую помощь в трудоустройстве, помощь в проживании, куда-то устроить, какое-то общежитие. И, может быть, даже помощь по доставлению их по месту жительства в те населенные пункты или в те районы республики, где мы можем им оказать такую помощь оказать. А контроль за, вот как вы уже сказали, те, кто освобождается досрочно, условно, досрочно и так далее, в том числе и в рамках последнего указа президента о сроках отбывания наказания. Да, такие есть люди, мы конечно, с такими людьми работаем. Но не все хотят ехать домой, не все хотят работать, не все хотят проживать, не все хотят какие-то обязательства иметь, социальные обязательства, обязательства правовые, гражданские и так далее. Осложняется ситуация с лицами без определенного места жительства еще и в связи с тем, что в городе отсутствует учреждение по типу того, которое было раньше и называлось медицинский вытрезвитель. Назвать его, это учреждение, можно всяко-разно, но, мне кажется, там не только должна быть система вытрезвления, а система оказания еще и психологической помощи, и медицинской помощи, и с помощи по трудоустройству, и помощи по восстановлению документов. То есть это учреждение, мне кажется, должно весь спектр, так скажем, если человек туда попал, то его необходимо посмотреть со всех сторон. Не только с точки зрения вытрезвления его, и дальше он опять вытрезвился, дальше вышел и опять пошел. А может быть, вот ту акцию, которую предлагает сегодня уполномоченный по правам человека провести, это вот может быть и станет какой-то отправной точкой, тем более в преддверии наступающего у нас зимнего периода, когда люди, вот, оставшиеся без места жительства, вот, могут попасть в такие вот ситуации, когда могут и замерзнуть, и так далее, и тому подобное, в том числе и от злоупотребления алкоголем. Поэтому здесь необходимо, мне кажется, всем субъектам профилактики собраться и посмотреть на эту проблему более шире, чем просто вытрезвить человека и обратно выпустить его в ту среду социальную, откуда он пришел. И все же бомжам Якутска есть куда обратиться за помощью. На территории города есть 4 организации, оказывающие помощь этим гражданам. Государственный центр социальной адаптации «Терех», который ориентирован по большей части на пожилых людей, и 3 частных центра – «Линия жизни», «Алмаз» и «Пенуэл». Потому что это люди, которые, по сути дела, неравнодушны. И нет такого казенного подхода. Есть просто такое вот человеческое отношение.
И понятное дело, что очень правильно сегодня делается ставка на такие негосударственные центры. И ведь мы знаем о том, что вот эти люди, которые понимают, близко воспринимают к сердцу проблемы людей, у них будет больше получаться, чем будет человек работать с 9 до 6. Но в данном случае, конечно, таким центрам нужна помощь и поддержка, поскольку это граждане нашего российского государства вообще-то. Поэтому здесь не просто так, что они должны быть в своем котле вариться. А первое, конечно, это абсолютно, я считаю, правильно ставят вопросы по помещениям. Потому что у всех центров есть проблемы с помещением. Они все находятся в аренде. Значит, это, собственно говоря, делается через такую вот систему знакомства. Если поставить такую систему, где бы были бы помещения, которыми можно было помочь, хотя эта проблема тоже есть, я знаю, и по малому предпринимательству, и по другим сферам, но, что называется, под лежачий камень вода не течет. Поэтому это вопрос, на мой взгляд, решаемый. Второе – это по земельным участкам. По земельным участкам это прямое полномочие окружной администрации. Считаю, что тоже вопросы сегодня можно решить. Третье – это вопросы, возможно, оказания поддержки льгот. Вообще в целом это вопросы ставили на всех уровнях, на всех форумах, льготы по налогообложению для социально ориентированных некоммерческих организаций. И такие решения, в общем-то, принимали. Сейчас надо мониторить, какие-то решения были, как они исполняются, что еще надо. Но вообще-то льготы это тоже под силу государства, и государство это в состоянии решить. Теперь следующий, 4-й момент – это вопрос практической реализации реестра социальных услуг, предоставляемых населению. И реестр этот ведет Министерство труда, социального развития Республики Саха-Якутия. Насколько этот реестр работает? Насколько сегодня перечень социальных услуг, тех ли услуг, он востребован? Потому что центры, по сути дела, которые возвращают людей к этой жизни, они работают самостоятельно. И сама жизнь им подсказывает те виды работ, которые востребованы. И та схема, которая у них жизнеспособна, мы с вами видим. Сегодняшний центр, допустим, работает Пинуэл с 2011 года, Алмаз тоже, но это реально при поддержке республики, он работает с 2015 года. Значит, линия жизни тоже работает примерно так же с начала 10-х годов. Соответственно, значит, эта система, она жизнеспособна. И нам надо анализировать виды услуг, которые они делают, и, собственно говоря, понимать, какие могут быть нормативные решения для того, чтобы такие центры реально могли получать возмещение. Руководству нашего северного региона также необходимо наладить взаимодействие всех уровней власти и совместно решать проблему лиц без определенного места жительства. Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому», которая состоится 20 октября 2018 года, и направить свои предложения по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни и желающих вернуться к нормальной жизни. Ваши предложения принимаются на телефон-факс 40 55 07 или на электронную почту.